Здравствуйте, это программа «Интервью дня» на телеканале ТУА-24. В студии Татьяна Рамазанова. Сегодня мы будем говорить о микросельхозпереписи. Село в порядке, страна в достатке. Под таким лозунгом проходит микросельхозперепись. Почему микро? Об этом мы сейчас узнаем. Сегодня в студии гость Кулдун Тимир Юрьевич, заместитель начальника отдела организации проведения переписи и обследований в Республике Тыва, Красноярск, Стата. Здравствуйте, Тимир Юрьевич. Здравствуйте. Почему микроперепись? Насколько я понимаю, именно микроперепись в течение месяца проходит впервые. Да, вот с 1 августа 2021 года на всей территории Российской Федерации был дан старт микросельхозпереписи. Микросельхозперепись проводится согласно Всероссийскому федеральному закону о всероссийской сельскохозяйственной переписи. Сельскохозяйственные переписи у нас проводятся каждые 10 лет, но между этими переписями проводятся микросельхозпереписи не ранее, чем за 5 лет после очередной переписи. То есть какие ее цели? Выяснить, больше стало у нас угодий, скота? Да, это так называемое уточнение данных. Допустим, у нас последняя очередная перепись была проведена в 2016 году. В течение вот этих 5 лет, да, произошли некие структурные изменения в сельском хозяйстве, поэтому нам, чтобы более точнее знать данные между переписями, надо проводить такие вот обследования. То есть, вообще говорят, статистика самая основная наука, особенно в производстве. Мы будем знать, сколько у нас угодий, сколько у нас лошадей, коз, отар и так далее. И тогда более точно можно распределять средства. Или для чего это все? Да, вообще микросельхозперепись проводится для формирования официальной стат информации именно по сельскому хозяйству, для дальнейшего прогнозирования, допустим, развития сельского хозяйства, агропромышленного комплекса страны, это и вопросы продовольственной безопасности. То есть мы, чтобы развиваться, должны знать, как у нас обстоят дела в сельском хозяйстве, где развитие идет, где какое-то, может, отставание, кого поддержать, государственная поддержка вот идет. Поэтому и тем более сейчас государство смотрит именно на развитие сельских территорий. Поэтому, ну и сам лозунг вот у нас в микропереписи говорит сам за себя, то есть село в порядке, страна в достатке. Тимир Юрьевич, ну я понимаю, допустим, нужно знать, сколько у нас ГУПов, каких-то предприятий, а зачем государству нужно знать, сколько вот у конкретного человека коз, овец, и сколько у него табун лошадей? Ну, это, видите, сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства, если так говорить, нам органы государственной статистики периодично сдают официальную статотчетность, а личные подсобные хозяйства у нас обследуется очень малая доля, выборочно мы обследуем каждый год, поэтому тем более, что доля именно в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве, да, вот овцы, козы, крупный рогатый скот, у личных подсобных хозяйств доля большая. Поэтому, думаю, нам будет очень интересно знать, сколько чего у нас вот перепись покажет именно у личных подсобных хозяйств, то есть у населения. И никаких фискальных целей по итогам переписи у нас не проводится. Просто да, вот, кстати, на этом хотелось бы подробнее остановиться. Все ли данные будут конфиденциальны? То есть вот вы узнаете, сколько у конкретного чабана овец, и все, это никуда не пойдет, он не будет обложен какими-то дополнительными налогами. Вы же знаете, что люди задают такие вопросы. Да, есть опасения, даже по опыту предыдущих переписей населения, нам всегда в муниципальных образованиях даже мы встречаемся, разговариваем, когда задают такие вопросы, а не будут ли по итогам переписи повышены, допустим, налоги или другие какие-то фискальные цели государства преследуют. Нет, я скажу, вам отвечу, что нет, потому что у нас закон о всероссийской сельхозпереписи, 12 статья, гарантирует, Росстат гарантирует конфиденциальность полученной информации. То есть никаким третьим лицам информация не будет передаваться, все данные будут конфиденциальны, то есть обезличены. Информация будет представлена для общества и государства в целом, да, только в сводном агрегированном виде. То есть при проведении переписи человек сам должен говорить о том, что у него есть?
Ну, допустим, личные подсобные хозяйства и другие индивидуальные хозяйства граждан у нас будут опрашивать переписчики с помощью планшетных компьютеров, то есть будут проводить опрос. А уже сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства, да, у нас через систему веб-сбора Росстата методом самозаполнения должны представить отчет, то есть заполнить переписные листы специальной кто формы. переписчики, кто уже пошел в Кожуной республике? Ведь перепись началась. У нас переписчики в основном отбираются из местного населения, чтобы и человек знал местность, и люди его знали в этой местности. А у нас по республике 41 переписчик всего, мы их обучили, они прошли тестирование, среди них есть студенты даже. Поэтому переписчики сейчас уже с 1 августа проводят опрос. У них есть с собой какие-то документы? Да, в целях безопасности, да, вот именно для населения, да, скажу, что переписчик у нас будет специально экипирован, зеленого цвета будет экипировка с логотипами Росстата и микросельхозпереписи. Также у переписчика обязательно будет паспорт и удостоверение. То есть удостоверение обязательно предъявляется совместно с паспортом. То есть лучше спросить? Да, лучше спросить. Ну или в иных случаях можно обратиться в наш территориальный орган, что действительно ли наш переписчик там ходит. Ну да, нужно быть бдительным, потому что мошенники не дремлят, и чтобы под видом Да, конечно. переписи они не вторглись в личное хозяйство наших граждан, спрашивайте паспорт, удостоверение, если какие-то вопросы есть. По какому телефону можно позвонить? 30598. 30598, это чей номер? Это номер отдела организации проведения обследований в Республике Тыва. Ну или 20622. Это подгруппа сельхозмикропереписи, которая занимается именно Да, номера вопросами телефонов переписи. вы сейчас видите на своих экранах. Тимир Юрьевич, о чем будут спрашивать переписчики? Вот, допустим, личное подсобное хозяйство, Чебанская стоянка. О чем они будут спрашивать? Ну, программа вопросов у нас содержит именно вот такие вопросы, как вопрос о использовании земли, о производственной инфраструктуре, о поголовье, о насаждениях, о сельскохозяйственных угодий и многолетних насаждений. То есть у сельхозорганизации даже есть вопросы о получении кредитов, допустим, ну и другие вопросы. Ну, то есть еще раз напомним, что ответы на эти вопросы ни к чему людей не обязывают. Да, то есть это вся информация конфиденциальная, и она идет лишь для того, чтобы мы... Сделали общий свод, и по этим публикациям уже дальше государство будет проводить анализ. И, думаю, для населения тоже будет интересно именно в той местности, где он живет, узнать о сельском хозяйстве. Сколько у нас, допустим, поголовья, вообще идет ли развитие. Думаю, всем будет вообще же перепись проводится интересно. по всей России. Да, Началась? микросельхозперепись началась 1 августа, как я уже сказал, на всей территории Российской Федерации, в том числе и в нашей республике. Когда будут, в какие сроки будут уже известны результаты микросельхозпереписи? Где люди могут ознакомиться, чтобы понять, насколько у нас страна стала более аграрной, более животноводческой? То есть вот эти данные, они в первую очередь для кого? Нет, ну, во-первых, когда будут известны, а потом для кого? Предварительные итоги микросельхозпереписи будут уже подведены в декабре текущего года, 2021 года, а окончательные итоги будут сформированы, подведены уже в конце 2022 года. Но эти данные, как я уже сказал, будут использованы органами власти, также, допустим, средствами массовой информации, ну и население будет пользоваться этими данными. Данные будут опубликованы на сайте Росстата и, соответственно, Красноярстата. Тимир Юрьевич, так как мы выходим на всю республику, наш телеканал, у вас сейчас есть возможность обратиться вот к нашему населению, к тем людям, к которым пойдут переписчики. Ну, в первую очередь я бы хотел попросить население отнестись с пониманием, да, тем более сейчас такое время, пандемия. Наши переписчики будут в специальных средствах индивидуальной защиты, маски, перчатки, салфетки. Отнестись к микросельхозпереписи с доверием, тем более, что мы гарантируем конфиденциальность всей полученной нами информации. Большое спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Я напоминаю, что с 1 по 30 августа по всей России проходит микросельхозперепись. Все данные конфиденциальные. Сегодня в студии был Кулдун Тимир Юрьевич, заместитель начальника отдела организации проведения переписи и обследований в Республике Тыва, Красноярск, Стата. Но я желаю, чтобы микросельхозперепись прошла удачно. Спасибо. Спасибо. До свидания.